Давайте поговорим про отступы в тексте. У нас есть документ, который состоит из некоторого количества абзацев. Текст документа у нас выровнен по ширине, но абзацы ничем друг от друга не отличаются, никак не выделяются, и это не очень удобно. Часто можно встретить вариант добавления абзаца с помощью пробелов, то есть пользователь перед каждым абзацем добавляет какое-то количество пробелов, 5, 10, 15, кому что придет в голову. Это неправильный вариант, так делать не стоит. Абзацы можно настроить с помощью специально предусмотренных для этого инструментов. Для настройки абзацев мы будем использовать ползунки, которые расположены на линейке. Давайте сделаем это на примере второго абзаца. Ставлю курсор в него. На самом деле не обязательно в самое начало, можно вообще в любом месте абзаца поставить курсор. И далее давайте посмотрим на ползунки. Самый первый ползунок, называется он отступ первой строки. Если мы потянем за него, то как раз и реализуем то, что только что делали с помощью пробелов. У нас добавился отступ в первой строке данного абзаца. Причем добавился он ровно на том расстоянии, на которое мы перетянули ползунок. Следующий ползунок называется выступ. И здесь нужно быть несколько осторожным, потому что ползунков два. Один из них отвечает за выступ, другой мы посмотрим чуть позже. Нас интересует треугольник, который расположен выше. Давайте потянем его, например, вправо, и мы видим, что вся левая граница абзаца сместилась правее. Потянуть его можно также и в левую сторону. В этом случае левая граница нашего абзаца смещается левее. Маркер, который называется отступ слева, это квадрат. Тянем за него, и при этом у нас перемещаются сразу два маркера, те, которые мы только что настраивали. Отступ первой строки и выступ. То есть с помощью данного квадрата мы управляем ими двумя одновременно. И ползунок, который расположен в правой части линейки, отвечает за правую часть абзаца. Давайте потянем его влево. Правая граница абзаца сместилась в этом же направлении. Или наоборот, можем потянуть его вправо. Теперь наш абзац выступает за границы текста.